Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья в Якутии. Следствие установило, что 14 ноября 2018 года должностные лица одного из муниципальных образований предоставили в администрацию Усть-Алданского района ложные сведения о муниципальных жилых помещениях в аварийных домах, которые фактически являются заброшенными с 1999 года, для включения в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья. На основании этих документов Министерство строительства Якутии включило эти дома в перечень расселяемых объектов республиканской адресной программы. Из федерального бюджета на расселение этих домов было выделено больше 23 миллионов рублей. В последующем они направлены на приобретение квартир в введенном в эксплуатацию доме. Следственный комитет отмечает, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии. На данный момент проводится расследование. Мужчина-пешеход погиб в результате ДТП в Ленском районе Якутии. 4 октября водитель 1970 года рождения на машине «Шевроле Нива», следуя по улице Победы города Ленска, совершил наезд на мужчину 1963 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, говорится в сообщении ГИБДД. В результате ДТП пешеход получил тяжелый ушиб головного мозга и травму живота. Мужчина позже скончался от полученных травм в больнице. Водитель попытался скрыться с места ДТП, но спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции. Проведенное освидетельствование показало у водителя опьянение 0,783 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ходе проверки выяснилось, что водитель месяц назад по решению суда был лишен водительских прав на 1,5 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Возгорание балагана произошло в этнографическом комплексе Чучур-Муран в Якутске. На момент прибытия пожарных на 7 километре Вилюйского тракта горел балаган этнокомплекса. В результате пожара огнем повреждены стена и потолочные покрытия балагана на общей площади 15 квадратных метров, говорится в сообщении МЧС. На ликвидацию пожара привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. 3 мотоциклиста пострадали в ДТП в Чурапчинском районе. Они находятся в бессознательном состоянии. Первое ДТП произошло ночью 4 октября на проезжей части автодороги Бютюнь в 70 километрах от Чурапчи. По предварительным данным, молодой человек, управляя мотоциклом, съехал с дороги. Ему диагностировали тяжелые травмы головы и госпитализировали в Чурапчинскую больницу. Водитель был без мотошлема и водительских прав. У транспорта отсутствуют регистрационные знаки. Второе ДТП случилось вечером, когда водитель мотоцикла столкнулся с другим мотоциклом на встречной полосе. Оба водителя получили множественные травмы и их госпитализировали в медучреждение. Первый из них не имел водительских прав, второй хоть и с правами, однако за последний год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сообщается, что оба мотоциклиста были без защитной экипировки и их мотоциклы не имеют регистрационных номеров. Все пострадавшие в ДТП находятся в бессознательном состоянии. У них взяли анализы для определения наличия алкоголя в крови. По факту происшествия проводится административное расследование. В Хакасии вынесен приговор участникам организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении мошенничества и получении взяток в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Следствием и судом установлено, что с февраля по ноябрь 2015 года бывший руководитель администрации главы Республики Хакасия руководил организованной группой, состоящей из 3 функционально обособленных структурных подразделений. Он координировал действия ее участников, аккумулировал деньги, получаемые соучастниками в результате преступной деятельности. Группа была создана специально для совершения хищений путем мошенничества в особо крупных размерах, бюджетных и внебюджетных денег, выделяемых на осуществление закупок медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства. Также для получения взяток в особо крупном размере в виде денег и иного имущества в качестве отката в размере от 10 до 20% от суммы каждого государственного контракта за совершение незаконных действий по организации указанных закупок медицинских товаров под заранее определенных поставщиков. Участники организованной группы в 2015-16 годах намеревались совершить хищение более 228 миллионов рублей, из которых 47 миллионов рублей были ими похищены. Кроме того, в 2016 году осужденные получили от представителей коммерческих организаций, в интересах которых были организованы аукционы, взятки в виде денег на общую сумму свыше 55 миллионов рублей. Осужденные были задержаны 28 декабря 2016 года. По меньшей мере 8 человек пропали без вести во французских Альпах после того, как шторм Алекс обрушился на территорию страны. Местная газета The Local пишет об одном погибшем.
Французские власти направили в регион около 1000 пожарных, военные вертолеты и войска, чтобы помочь в поисках людей. Некоторые коммуны на юге страны остались без электричества. Сильный ветер обрушил линии электропередач. Река Везюби вышла из берегов. Наводнения и оползни опустошили и отрезали от мира несколько деревень. Мэр Ниццы Кристиан Эстрази назвал нынешнее половодье самым страшным в регионе за более чем 100 лет. По его данным, 1000 домов разрушены или серьезно повреждены. Национальное агентство Метео Франс сообщило, что за сутки в коммуне Сен-Мартен-Везуби выпало 500 мм осадков и 400 в ряде других городов, что эквивалентно более чем 3-месячной норме. Это больше, чем в 2015 году, когда наводнения стали причиной гибели 20 человек в городе Канны и его окрестностях, сообщил директор департамента гражданской защиты Жереми Круншан. В итальянском регионе Пьемонт таких проливных дождей не было с 1958 года. Сотрудники экстренных служб сообщили о 9 погибших в результате удара стихии.